Что, не знаю, что хочет, ты же жакат делаешь. Киев. Один, что шашлык. Шашлык? Да, шашлык. Мы же уже покушали. Один. А мы и кушали шашлык. Шашлык. Солнышко приехали. Хочу габазин. Габазин. Поезжу габазин. Да, тебя в туман красиво. Да, и те наши шардуды. Куда? Садик мою хозяин. Да, гостиница. Давай, ты здесь бы хотела поснимать. Зайти вовнутрь прям. Пап, Ты ничего, хозяин, не делаешь для меня, для работы. Вот. Все мельком, мельком. мне. По-моему, я окно говорю. Совсем уже. На обратном пути не ехать, мы уже сняли гостиницу, зайти внутрь. Потому что люди приедут отдыхать, по-любому захотят узнать, будет спрашивать, киса дорогая гостиница, нет. Пап, А, качеля, долго, мамой качель, будешь спрашивать, Азион. Котика хахляс он тоже. Рабея. где? Вон, смотри, в окошко, видишь? Где кот? Садись, в окошко, смотри, садись, видишь? Говори. Вон, Алла, смотри, баранчик, бе. А где кошка? Да, тебе вообще как твою сестру трогать нельзя. Глава администрации. Это я, говорил, вот этот проход я понял дело. Землю дорога. Даже в таких местах дома какие.
Aslanın oluşu ya. Интересно. Bak хамадок машин чуешь, видишь? Это строитель. А, это туристы. Ба, как закрыть окно? Popur biliyor musun? Ну и попути кырба. А тут тетенькие улицы. Подожди. Идем. Друзья, вот оно. Старинное село Хой. Идем. Находится оно совсем рядом с озером Казиной-Ам. В данный момент идет реставрация этого села. Здесь, ну здесь раньше, давно было старинное село, много лет назад, даже не знаю сколько. Я дома почитаю, расспрошу, расскажу вам немного об этом селе. Нужно было, конечно же, это раньше сделать, но так неожиданно приехали. Видишь, вот там. Каяка, видишь там? Какая красота, а? Здесь просто были такие разбитые здания. Но много лет этому селу, очень много лет. Село называется Хой. Может, кто захочет зайти в интернете почитать. Здесь у него очень большая история. Как-то раньше я знала об этом, рассказывал свекор. В те времена еще тут все. Но я уже забыла, если честно сказать. Плохо оно бывает, когда не знаешь, что и забудешь. Да? Ну это, конечно же, шутка. Смотрите, как камень красиво положили, да? Прелесть. Вообще классно. Конечно. Я в шоке. Окошки, ага, вот какие, да? Где? Видишь, какие маленькие окошки? Где? Отсюда. А? Вон там, посмотри, какие окошки маленькие. Я и вижу. А вон окошки, видишь? Тук-тук-тук. Кто там? Теремок. Почтальон Печкин. Принес заметку. Обожи. А вот это вот поппур, кстати, кто не знал, вот из этого делают, строят дома. Вот здесь вот глина, солома, песок, ну тут всего. Это все хорошенько, вода мешается, и вот из него я буду строить дом, стены. А потом уже ровно гладить, и тогда дома бывают теплые зимой, а летом даже кондиционера не нужно, не надо. Боже, удобно. Ва, здесь вот это все мазали, видите? Но это вначале это так кажется. Кто не знает, это неаккуратно, просто так кажется. Надо включить. Походи. А сверху слой еще намазывается и ровно мажется. Но вот это вот основание, да, почему я показываю, много из подписчиц, то меня просили прям, когда начнется стройка, показать, как это делается. Вот так вот мажутся стены. Посмотрите, это все экологически чисто. Здесь стены дома прям будут дышать. То, естественно, потом тонким слоем это будет замазываться. Ой, я уже представляю это. В доме вот этот свежий воздух. Вообще классно. Потолок, смотрите какой. Но это здесь все по старинке. То у меня, конечно, потолок все будет из этого поппора, то есть глина вот эта вот. Все будет мазаться. И вот солома и глина, как вот старинку делали, экологически чистые дома. Друзья, я просто не могу нарадоваться. Это то, что я хочу. Посмотрите, какое окошко маленькое. Где? Это то, что я хочу. Мне не надо вот это евро. Вот это. Ой, тихо. Дай ручку. А ничего.
Ничего, ничего. Ты ж темно здесь, ты просто не увидела, да? Печка, смотрите, тоже сделана из глины. Ох, вот этот помазать, и этот, все, да, вот. Вот потолок, это же все сделано сейчас. Этого не было. Это не то, что старые здания остались, да? Это все сделано. А почему? Потому что потихоньку возвращаемся. Двери деревянные, лаком скрытые. Потому что потихоньку возвращаемся, да, вот. Даже за границей говорят, вот эти, вот это прям доски пахнут вообще. Ну, все такое, знаете, ностальгическое, вот потолок. Это же все сейчас сделано. Здесь все дышит. Даже здесь вот, если даже, к примеру, жить, да, делать такую систему, то, например, потолок тоже забить досками, такие продаются, что эти вагонки, да, лаком покрасить. Стены, вот видите, тут еще нехорошо высох он. Видимо, недавно мазалась. Стены хорошенько помазать, еще раз гладкие стены, да, потолок деревянный. Ну это же вообще, ну это же, я не знаю, у меня слов нету. Ну разве это сравнится с тем, что сейчас делают? Ну вот эти вот подвесные потолки, ламинат. Ну это же все дикий ужас. Ну толку, что это красиво. Когда мы перестанем гнаться за тем, что красиво, а не полезно. У людей вот эти астмы, онкологии, я не знаю, куча этих болезней. Вот это вот тут они, наверное, делают, вот это вот. Этот попур месяц, прям огромные кучи его бывает, и ним вот это мажут. Ведь, как сказать, смотрите, какой ворота деревянный заборчик, да? Вообще классно. Это все из камней. Посмотрите, какие большие камни на потолке. Это же все огромно из камней сделано. Реставрация идет в данный момент. Ой, друзья, у меня масса впечатлений. Я просто... Мне как-то сделали замечание, что не нужно говорить слово «я в шоке». Ты этим нас призываешь что-то нехорошее. Но я в такие моменты, когда вижу, почему-то мне хочется сказать именно эти слова. Но я в приятном шоке. Ну, воздух наисвежайший. Да? Все строится вот... Ведь целый город строится, понимаете? Была заброшенная деревня. А сейчас все, вот здесь вообще старинные кладбища были, я вам сейчас покажу их. Все было, знаете, разбитое. Это все из камней. Ведь эти камни кладутся, там же не ложится внутри ни глина, ничего. Это плотно настолько кладутся эти камни. И это здание стоит тысячелетиями. Здесь история. Здесь большая история. Я просто горда, я очень горда тем, что я здесь нахожусь. Это вообще, это такая красота. Вот сейчас туман там, прям туман. Везде дальше горы, громадные до неба. Очень жалко, что сегодня их не видно. Очень жалко. А мне бы хотелось, чтобы вы видели вот эти здания на фоне гор. Это вообще... Я просто в шоке, реально. Классно. Какие окошки, башни делают. Там вот рабочие работают. Дядик хел, бор берти хел, ирс долш хел, махаздах что шо? Мелхаздуала. Дерес хел шон визиндела. Машала. Мелхаздуала. Сохел лакуза. İş yerli iş. Дерес, хоч на хазгок дина аж хазнехсан.
Я тебя говорю, а еще ты. Ha işine guru kotak da almugla. Marshal o işin, marshal salam. Tamam marşalda şu yok. Kan bu su böyle hicri. Akba bu. Amin, amin vizinde. Da dahre bu. Вот да, конечно. Хазбах, боюсь, что хазда вообще инзери. Адыла свежий воздух, да. Хазгус машин. Да, алмула, цабурбу. Мел хазда, ла. А видишь, что погода, инсардан, пасмурный погод хочет. Мах барок. Футбол тип. Да, ганай? Погода меняется, да, сик-сик. Ажа, хош, без ничего слаживать ешь мою шею, в смысле раствор. А халх вообще без раствора майор в то время. А сам халх старинный, вай построек шире, вай халх кузадин. Иш майор, о, плотно, прям настолько плотно сложить. А, ага. Ой. Мадах кунду. Мелгазила, знаешь. Лаком, посмотрите, друзья, они сделали эти двери, покрасили лаком. Сжгли сначала, потом сверху лаком. А какой запах стоит свежести. А посмотрите, какие стулья. Свет сохлучил вспышки Эрцуном. Посмотрите, печка здесь. Как по старинке печки делали. Эта печка все из глины. Вот как я показывала, там солома, глина, вода. И все. Солома, глина и вода. И хорошенько мешали. Вот в старину даже, когда строили здесь у нас постройки, старики, вот это все хорошенько мешали. И вот это вот по-чеченски поппур, по-чеченски это поппур, по-русски глина, из глины. Это экологически чистые дома. Я вот вам говорила, что я собираюсь дома строиться. Я тоже собираюсь из этой глины делать. Мне это не надо, эти евроремонты. И все это прочее. Вот из этого материала я буду делать дом свой, иншаллах. Вообще свежий воздух такой, прям вообще. Ю. А это топчан. На топчане здесь и отдыхают, и молиться можно, и сидим, и спать можно здесь. Все. Вала, дик да где андерес хошен. Дука иша кузавлял бомбиш. А с больницы, например, видно, бомбиш, все в больнице. В больнице белгой, барху за бомбиш. Да, весь туман яцер, гаришт. Воин с ним гайтурюк. Видишь, да? Ну, кузам, обеди мяться. Франция, Италия, за границей, ногчи, бац. Царь вообще, что заказывал, снимать, говорит. Дядя Кал, он сделал хорошо. Сегодня здесь туман,
А если бы была погода солнечная, то можно много было бы чего показать, конечно. Вид отсюда вообще шикарный, когда тумана нет, то солнце светит. Но сегодня с утра, говорят, здесь было солнце, просто в связи... Здесь погода в этих краях может меняться 4-5 раз в день. И то если с утра была одна погода, то после обеда может быть другая, потом опять вон там тоже рабочие. Здесь они на группы разделились. Вот у нас, например, с больницы тоже здесь люди работали. И главврач часто сюда тоже приезжал, помогал, сам участвовал, контролирует. Все это контролирует, то есть, извиняюсь. Вот, поэтому, ну, здесь на группы разделились они, понимаете? Видимо, у каждого, каждый ответственность. Ага. Справа. Ага, посмотрите, двери, это все из дерева сделанные двери. И они пожгли их, а потом лаком скрыли. Смотри. Вот смотрите, эти двери они жгли, а потом скрывали лаком. Все, вот посмотрите, как плотно лежат камни. Вот просто посмотрите, друзья. Это какая огромная произведена работа здесь, сколько труда вложено. Это здесь раньше было старинное село, оно все, ну, оно все было распалось, разбомбили при войне, ну, в общем, остатки с него там. А теперь они это все восстановили, они по сегодняшний день трудятся, работают здесь, ребята. Спасибо им большое. Ох, сейчас свет яцей. Вспышка есть. А это старая прялка. Наверное, у многих она была, у моей бабушки тоже она была. Печка. Старая печка тоже. И все под старину находим. Вот, все. Это, который мне этот ковер подарили, сказали, что бабушка сама все ручную делала. Истанг. Представьте, какая история. Да, мы умеем хранить историю предков и все это. А гармошка, посмотрите. Это какая. гармошка новая, но просто чтобы было для туристов. Это гармошка или аккордеон? Я не знаю. Ногчи пондер были? Ногчи пондер. Алей. Какая красота. Вот все, что мы делаем под старину. Топчан тоже. Ничего нового тут не добавляем. Максимально стараемся воссоздать исторический вид. Представьте, друзья, какая Шикуют. красота. А это шкуры, ну, овцы с баранов, вот шкуры, они вообще теплые. На них и молимся мы, и садиться можно отдыхать. Ну, в общем, вообще красота, красота. Вот это все, смотрите, и глина, вот это вот все. Я же говорю, я дом буду строить сейчас, начиная. Вот вы будете наблюдать за этим. Именно вот с глины я хочу строить. Я не хочу это все. И шпаклевку, его манч, мне не надо. Хажир. Это рабочие. Да, Алмула. Великал. Если бы не было, если бы было солнце, то вообще бы классное видео было. Вот это вот весь лес, он почти до самого неба. Просто туманная погода. И из-за этого... А вон там вверху кладбище. Это старинное кладбище. Им очень-очень-очень много лет. Видите камни? У нас же памятники камня. Раньше ставили камни. Посмотрите, какая красота. Рабочие на свежем воздухе работают. И посмотрите, какая красота. Башня, это все свежий воздух. Вообще просто супер.
Аболь маман. Хайо маман. Софиска приехала в село Гой. Хой. Хайо мама, хайо. Пойдем мы посмотрим красивую природу. Ты в Хой приехала, да? Ты, стой, стой так, стой. Ляг, на меня смотри. Так, сделай. Скажи, киса Чечня. Давай ручку. Мам, мы куда идем? Я хотела голубой каска. Да? А? Я хотела голубой каска. Сказка? Да, каска, видишь? Угу. Вижу. А не каша. А, нет, это мусор. Пошли мы хотим. А холодно, да? Нет, Нет. нет. Я ж тебя одела. Хорошо. Тебе не холодно. Ой, А маме холодно. Но нужно людям показать это все. Люди же просили, чтобы мама красоту показала. красоту. Угу. Как здесь красиво. Как здесь строят, все красиво. И мы куда идем? Мы идем людям показать. Вот видите? Сюда иди, Софишка, сюда. Да? Мгм. Вот видите тоже вот эта поппур глина. Вот ее мешают. Мешают. Это что? Мешают Мешает. двери деревянные. Но вот солома. Вот эти стены помазаны. Солома, глина и вода. Здесь очень много таких построек. Очень много. Пошли. Видите, тут уже стена более-менее ровно помазана. Вот. Ой, А сверху еще слой тонко. И будут вообще ровные, экологически чистые стены. Вот где здоровье. Вот. А не все эти непонятные. Пошли идем. Киса, я еще что-то покажу. Ты людям покажи, скажи, люди, посмотрите, какая красота. Ты говорила им, люди, посмотрите, какая красота. Скажи. Смотри, какая красота. Я скажу, это канал Киса Чечня, подписывайтесь. Это канал Киса Чечня. Молодец. Видишь, как красиво? А где Вот, она? а тут уже в данный момент идет работа. Вот видите, они под низ ложат вот такие сетки и бетоном вот это заливают. Вот такой пол из камня, да? Я Аллах Дела Махалздой. Какая красота. Они- Везде работы идут, стройки идут. Смотри, не упади, бухмайла. И там этот поппур лежит. Везде все делают как по старинке. Нового здесь нет ничего. Все это сделано вот сейчас. Башня, все это сделано сейчас. Ой, если бы это тумана не было, какой бы был бы шикарный вид. Но я приеду сюда еще раз в ближайшем будущем, иншаллах. Именно в солнечную погоду. Я вам это все поснимаю и покажу, потому что я сегодня все не обойду. На самом деле очень много вот этих построек. Смотри, не упади, Софишка. А где ты? Там можно упасть аккуратно, хорошо? Экономка? А рабочие на свежем воздухе кушают. Понял. Поняла, да? А может быть, ты здесь людям немножко потанцуешь? А? Давай. Туда иди. Давай. Ди-да-да-ри-да-ри-да-да. Ди-да-да-ри-да-ри-да-да. Ди-да-да-ри-да. Красиво танцуй. Ди-да-да-ри-да-ри-да. Ри-да-да-ри-да-ри-да-да. Ди-да-да-ри-да-ри-да-да. Ди-да-да-ри-да-да-да. Ди-да-да. Хайо, хайо. Ай. Пошли.
Там, качель. там качельки есть. Я буду покачать. Бачим. Ой, это упал. Вау! Тут качель. А тут буду покатать. Садись, мама покатает, садись. Держись ручками, держись. Давай. Ай, тихо, тихо. Держись, хорошо так, держись. Я катаюсь. Молодец. А вон кися, ты спрашивала, где кися? Вон они, киси. Мама качель, посмотри. Мелха скаче жала. Иляк, это тоже, пускай вот тебе покатается, чую он. На горку тоже, и гоняйся. Ты не снимай. Пап, Это все наша Чечня. Приезжайте все в гости, всех приглашаем. Гостям мы очень рады, родник, гостиница. Всех приветствуем у себя, всем будем рады. У нас Чечня приветливая, радужная, красивая, чистоплотная. Никого никогда не слушайтесь. То, что говорят по телевизору, то, что на самом деле это небо и земля, поверьте. Вы видели, я сейчас в ресторане снимала все это. Сколько русских людей сидели, вы видели? Там чеченцев почти не было, все были приезжие. Из-за границы, из России. Друзья, это гостиница. Ну, 2 максимум. Ну, давай 4 на месяц. Давай. А Вип что в тебя запечатать? Так, это ресторан. Посмотрите, как в ресторане красиво. Всех приглашаю. Приезжайте все в Чечню. Вот где можно отдохнуть хорошо. Это у нас в Чечне. И красота, и отдохнуть можно. Девчонки, зашла я в это, гостиница. Значит, это кухня. Здесь повара готовят кушать. Они здесь и пекут и хлеба, и батоны, да? Все печет. Вот это что-то варится, суп или борщ, да? Это на суп мясо жарится. На суп. Ой, какие молодцы девчонки, вообще, молодцы. И батон печем, и горячий цех у нас, холодный цех у нас тут, и нацкухня тут у нас. А вы здесь здесь туристы кушают у вас, да? Да, туристы, гости, которые приезжают. Именно здесь гостиница или туда тоже вы носите еду, где ресторан? Или вы к нему не относитесь совсем? Не, конечно, хозяин у нас один. Один, да? Уже, да. Что, приезжие ашлыбы? А Сумба, значит, рабочие, которые там работают, горничные, все эти персонал, они где живут? Это там общежитие, они живут, там отдельно у них повара есть, персонал, отдельно. Я почему-то А подумала, это у что... нас тоже ресторан «Родник», Я... а тут казино ресторан.
Ну вот смотрите, женщины все добродушные, все приглашают в гости, что приезжали, повара. Спасибо вам тоже, приезжайте почаще. Да, Ула, приедем, все везде. Да, да, не пожалеете, мы будем очень рады. Спасибо. Вот слышите, люди, зрители мои дорогие, все везде порядок, посмотрите. Так, время у нас уже почти не почти, без 26. С утра я вышла, вот это все снимаю, езжу. Везде порядочек, смотрите, везде все чисто, аккуратно, посуда, все везде просто супер. Вот это самый лучший вариант приехать отдохнуть, я вам серьезно говорю. Здесь и природа, и свежий воздух, и шашлык, я не знаю, все чисто, в гостинице все идеально чисто. Ну просто я очень много где была, поверьте, мне есть с чем сравнить. Идеально, есть куда приехать, и девчонки все молодцы. Всем спасибо. Ну, сейчас я еще в гостиницу поднимусь наверх, я вам покажу еще и спрошу там места, сколько стоят и все прочее. Девочки, а что еще? Поднимаемся на второй этаж. Здесь тоже гостиница. Электрила, что еще? Третий этаж мой, видите он? Ага. Значит, есть третий этаж еще. Это дверь на балкон. Так, это третий этаж. Девчонки, это третий этаж. Здесь VIP номера. Тоже выход на балкон. Везде порядок. Вот такие номера. Посмотрите. Все везде красиво, аккуратно, чисто. Например, этот номер сколько будет стоить? Номер, если один заходит, то 5000. На сутки, да? Да. И последующие с человеком по 1000 получается. Ну, например, если мы приедем сюда с семьей, нас 4 человек на сутки. К администратору надо пойти. Угу. Номера хорошие. Номера действительно классные. Посмотрите, 5000 в сутки. Если ты с семьей приехал, целый день отдыхаешь, то я считаю, это совсем недорого. Потому что все условия, порядок, ты издалека приехал, кондиционер, если надо, шифонеры, все везде порядок. С собой привозишь вещи, слаживаешь. Классно вообще. Просто класс. Везде порядок. И свет интересно включается. Кто мне скажет? Ладно. Девчонки, ну красота, реально. Все есть.
Все, что хотите, все здесь есть. Вот номер. Номер стоит 5000. Мягкая мебель. Отдыхай, пожалуйста. Вообще классно. Мне очень понравилось. Сутки 5000. Всех приглашаю в гости. Приезжайте. Реально не пожалеете. Все красиво. Все просто супер. Чисто. Мне так нравится чистота. Я бы с удовольствием здесь сегодня осталась. Классно. Смотрите, ветерок так. Шторка. А когда солнце ярко светит, вы представляете, какая здесь красота? Вот просто что туман. Ой, какой свежий воздух. Беседки, можно выйти вечером посидеть. Заказать в беседке, принесут вам покушать. Друзья, ну это просто класс. Просто. У меня нет слов. Я в той гостинице была, конечно, в другой. А вот эту новую открыли. Здесь я ни разу не была. Вообще класс. Свежий воздух. Главное, везде чистота. Вы видите, как никаких запахов нет, грязи нет. Везде чистота. Везде классно. Везде паласы, чистота. Убрано. Вот, ну так вот ехать, отдыхать, можешь, когда подумать, киса заладила, чистота. Ну так, извиняйте. Когда собрался с семьей, едешь куда, и услышишь все эти неприятные запахи или грязь, ну это как-то вообще, знаете. Ну, когда вот такой порядок. То... Haugu Schwarz. Ага. То есть номера я сейчас спрошу цены, конечно, чтобы сказать вам, сколько стоит цены, чтобы вы знали, могли приехать с семьей, отдыхать. То все вам покажу. Тоже такой номер. Вот с семьей приехал и отдыхай. Пожалуйста. 3 кровати, стол, шифоньер. Класс. Мне очень нравится. Мне очень нравится, когда порядок. И здесь то же самое. Здесь, наверное, на 3 человека место, или как там.
постели все постирано. Все чисто. Красиво. Значит, подошел ко мне администратор Лариса, подошла ко мне. Я спросила у Ларисы. Лариса, значит, какие расценки, скажите, пожалуйста. Ну, смотря какие у нас есть наличие номера, это стандартные варианты и эконом-классы. Стандартный вариант, там находится у нас как бы кровать двухспальная и 2 односпалки, все в одной комнате. Ну, это как бы экономная такая система. Да-да-да. Можно Для с семьей семьи, приехать, да, семьей. Чтобы дешево сердито, как Правильно, говорится. правильно. Вот. Стоимость 3500. Сутки, да? Да, Мгм. 4-местная, как бы он считает. Она на первом этаже или на втором? Нет, он на 2-м этаже. На втором. Да. Мгм. Один номер есть у нас 4-местный на 1-м этаже, но он так, в крайнем случае, с ним как бы сдается. Мгм. А на 3-м этаже я вот видела На там. 3-м этаже у нас VIP-номера, они стоят 6000. Мгм. Если туда заселяется 2 человек. Если больше, с каждого последующего человека 1000 рублей. Мгм. Также на 2-м этаже есть эконом-класс, это 3-местные номера. Там односпалки все кровати, 3 кровати. Да, я заходила. Как раз, друзья, то, что я вам сейчас показывала. Вы видели в номере 3 кровати. Кстати, сколько такой номер стоит? 3000. 3000, ну совсем недорого. Совсем. И если двухместные номера, они 2500 стоят. Двухместные 2500, да. Ну, очень даже в такую красоту приехать. Друзья, ну, в общем, вот так вот я вам объяснила. Смотрите, ресторан я вам тоже показала. Всех просим, приезжайте в гости. Будем очень рады. Будем очень рады вам. Вот такая система. Я вам рассказала цены. Все я рассказала вам, показала. Значит, приезжайте отдыхать, пожалуйста. Просто реально вот здесь очень красиво. Я была здесь, конечно же, много-много раз, но именно в этом месте я никогда не была. Красиво, как красота вообще. Но туман. Нужно уже ехать домой. Уже красавица наша уже заснула, спит. Едем назад. Домой едем. Здесь тоже чистая вода, родниковая. Здесь можно помолиться. Это по дороге на Казиной. Мы тоже воды приехали набрать. Софишка уже спит, все, устал, заснула и спит. Это мечеть наша. По дороге, кто едет, вот, кто отдыхает, едет, пожалуйста, остановился. Помолиться можно. Везде вы видите, ни мусора нет, ничего. Везде порядок. Везде порядок. Везде вот, идеальная чистота. Вот почему хороший вариант с семьей отдохнуть. В какую бы даль ты не ехал в Чечню, хоть в самую, я не знаю, до облаков доедешь, можно сказать, то везде будет порядок. Везде будет идеальный порядок. Здесь тоже как старые построения. Такая комната для молитв. Какой мягкий палас, хороший. Прям ноги утопают в нем. Здесь для женщин, ну, платья, чтобы переодевались, помолиться. Четки висят на окне. Такие четки. В общем, то на шкуре тоже молятся. В общем, вот такая комната для молитвы.
Потому что 5 раз в день мы молимся, и то может молитва, например, обедешняя в 12:30 и так далее, в 15 чем-то. Потом, когда закат солнца, тоже молитва. То люди, если в дороге, останавливаются и помолиться, отличный вариант. Цветов нарвала, цветы рядом лежат. Софишка блогер, у нее жизнь нелегкая. Она все время в разъездах снимает, все вам показывает, так что не реагируйте негативно, мы для вас очень стараемся от всей своей души. И влажим в это средства. Вот сегодня поехали тоже и на дорогу, и на заправку, и покушать надо, и все целый день провести, оставить все свои дела, чтобы это снять. Конечно, как говорится, меня об этом, ну, а меня просят, конечно, показать красоту чеченцы, которые за границей, да и вообще люди хотят посмотреть на эту красоту. Я просто о чем? Что насильно меня никто это делать не заставляет, это мое хобби, мне доставляет это удовольствие. Люди некоторые прям плачут, всем это нравится, что... А вон там на горе, я смотрю, на меня баранчик смотрит. Так смотрит прям внимательно, отсюда не видно. Эй, баранчик, поехали к нам в Ведено. Сейчас туман никто и не увидит, что мы тебя погрузили. Там, видимо, отара пасется. Иди, поехали с нами в Ведено. Ой, водичка чистая родниковая, она вон далеко-далеко с гор льется. Вот чистая вода, наичистейшая. Так что приглашаю всех, приезжайте в Чечню. У нас классно, у нас везде чисто, мы гостеприимные, у нас вкусная еда кавказская. То видите, сколько людей. Вот эта колонна не прекращается, люди едут и едут и едут. Очень много людей приезжали отдыхать. И уже все, может, некоторые возвращаются домой.